История таджикской медицины, а точнее греко-арабско-персидско-таджикской медицины, начало которой уходит в глубине веков, с древнейших времен была связана с индийской медициной. А в эпоху сасанидов произведения индийской медицины переводились на среднеперсидский язык. В эпоху аббасидов ряд трудов индийских медиков был переведен на арабский язык, а затем на фарси, то есть персидско-таджикский. Греко-арабско-персидско-таджикская медицина основана на признании 4 элементов или стихий природы – воздуха, воды, огня и земли. Соответственно, в организме человека различаются 4 основные материи, каждая из которых соответствует какому-либо определенному элементу или стихии. Так, кровь по своей природе подобна воздуху, то есть горячую и влажную. Лимфа уподобляется воде и имеет ту же природу, холодную и сырую. Сафра подобна огню, и природа их обоих горячая и сухая. Савда наподобие земли холодная и сухая. Как видно из этого уподобления, сходство между стихиями природы и главными материями организма прослеживалось не на основе их физического состояния, твердое, жидкое, газообразное, а лишь по сходству их воздействия на другие предметы. Растения, животных и человека по основным свойствам – жару, холоду, влажности и сухости. Так, жар – это свойство горячить, разгорячать все, с чем соприкасается предмет, обладающий им. Холод холодит, влага увлажняет, сухость. А в индийской медицине признаются не 4 стихии природы, а 5. Из них 4 совпадают с уже упомянутыми стихиями, кроме них выделяют еще эфир, то есть тонкую материю, заполняющую мировое пространство. По словам индусов, эта материя воздействует на атмосферу Земли и тем самым на все земные существа и вещества. Однако в основе практической индийской медицины лежит не 5 и даже не 4, а лишь 3 основные материи организма – желчь, лимфа, воздух. Лишь иногда под влиянием персидско-таджикской медицины принимается во внимание также и кровь. Савда, как одна из главных материй организма, в индийской медицине отсутствует. Поскольку тибетская медицина сложилась под непосредственным влиянием индийской, в ней так же, как и в индийской, признаются 3 основные материи организма – желчь, лимфа и воздух. Что же касается китайской медицины, то она основана на совершенно иных принципах. В ней прежде всего признаются 2 важнейших начала или основы – мужское и женское. Мужское начало – возбуждающее и деятельное, женское начало – ослабляющее движение и деятельность, то есть начало тормозящее. Помимо этих 2 основ или начал, в китайской медицине признаются 5 элементов или стихий природы – вода, земля, огонь, металл, дерево